С именем Аллаха, Всемилостивого и Милостивого. У крымских татар имелось огромное количество вакуфного имущества, которое Россия постепенно начала ликвидировать сразу же после аннексии 1783 года. Так общая масса земельных вакуфов за 30-40 лет уменьшилась путем отчуждения по суду, включения в иные владения административным путем и так далее, более чем наполовину. Если в конце XVIII века вакуфной земли было чуть ли не 300 тысяч десятин, одна десятина – это 1,09 гектара, то к 1864 году ее осталось всего 138 тысяч десятин, а в 1888 году вообще 70-80 тысяч десятин. Почему Россия так поступила? С исторической точки зрения, важность вакуфных фондов заключалась в том, что с упадком богатого мурзачества и ликвидацией государственного домена ханства вакуфы стали основным средством поддержания не только духовных институтов, но и национального просвещения вообще, так как Российская империя никогда не выделяла на эти статьи расхода ни копейки. С практической точки зрения, важность вакуфного имущества заключалась в том, что после ликвидации государственности крымских татар именно за счет вакуфных средств оказывалась социальная поддержка беднякам, а в наше время это могут быть в первую очередь семьи политзаключенных и другие категории людей, нуждающихся в помощи, которая не покрывает фонд закятных средств. Поддерживались многие общественные институты. Сегодня это могут быть существующие национальные, общественные и религиозные институты. Поддерживалось городское, сельское хозяйство, их инфраструктура, в частности Бахчисарайский водопровод, масса фонтанов и чешме на всей территории Крыма. На вакуфной земле жили люди, с нее кормились. Некоторые семьи оставались на таких участках из поколения в поколение, поливая эту землю своим потом, сберегая ее плодородие и улучшая ее по мере сил. В наше время, после оккупации Крыма Российской Федерацией, при учреждении подобных участков из вакуфного фонда они могут быть предоставлены во временное пользование всем семьям, которые вынужденно покинули Крым и участвуют в национальном движении, в борьбе с оккупантом, в восстановлении нашей государственности и возвращении на родину. С религиозной точки зрения, важность вакуфных фондов заключалась в том, что крымские татары придавали вакуфам огромное религиозно-этическое значение, рассматривая посягание на них как оскорбление их религии, прямое посягание на их веру и ценности. Иными словами, вакуфы – это наше наследие, которое следует возродить прежде всего самим крымским татарам, независимо от того, в какой стране они проживают, работают или временно пребывают. Каждый крымский татарин, принявший участие в возрождении этого наследия, тем самым внесет свой вклад в восстановление и возрождение наследия, культуры, духовности и государственности своего народа. Только вернувшись к своим истокам, наш многострадальный народ сможет выйти из этого порочного круга испытаний и бед. Каким образом это осуществить сегодня? Прежде чем ответить на данный вопрос, следует разобраться в том, что такое вакуфы с точки зрения нашей религии, как они учреждаются, могут ли быть аннулированы, и ознакомиться с другими законоположениями, связанными с этим вопросом.